Ну что, с Богом? Здорово, бать. Йоу-йоу-йоу, братва. Ну что, родные, всем привет. Сегодня, ребят, 9 января 2020. Рыбалка 2020 наступила. Сегодня первый выход. Хочу сразу же начать, ребят, с поздравлений. Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, с наступившим Рождеством. Ну и старые боевики, так скажем, они до сих пор празднуют Старый Новый год. И я в том числе. Так что, ребят, еще с наступающим Старым Новым годом. Ребят, вздохнул, прям вздохнул. Ребят, свершилась моя мечта. Первый выход на своем, так скажем, на своей мотособаке Тафалар 500. Прокатился сейчас, покайфовал, ребят. Чуть позже сделаю обзорчик, приехал поздновато. Пока домашние дела туда-сюда. Время уже 10 час, наверное. Я только добрался. Но ехал не спешонько. Выехал недалеко, километров 6, наверное, от дома. Ребят, Республика Коми, благо не надо заезжать куда-то, километры наматывать. За двором уже тайга, лоси, медведи и так далее, и рыбалка. Но я не один, на точке вот вижу человечек рыбалит. Техника вот его стоит. Я здесь в кустах посижу, немного половлю мелочь.
Ну, сегодня приятно с полезным, ребят, покажу вам свою технику и половлю немного живца, так как завтра, послезавтра, может, рванем, порыбачим щуку. Посмотрим, не знаю. Ну что, родные, не буду вас задерживать, себя задерживать, так как время 10 час, утренний клев уже идет, так скажем, и начнем потихоньку разбуривать. А в дальнейшем, ребят, с меня обзорчик, ну и, конечно, мое то, что я хочу вам сказать, ребят, это все дальше. Так что, ребят, погнали, не теряем. Сразу бутылочку наберу. Мало ли. Живец. Ну тут возле берега всегда брал. В этих чащах вот ветки. Сразу под ветками мелочь должна стоять. Остались там черви, нет? После Нового года не покупал ничего. Вроде есть. Земля пустая. Вроде есть что-то. Возьмем баллачку маленькую. Маленькая мормышка, средняя такая. Беленькая. Сейчас попробуем. Мужики вон спустились снизу с откуда-то. Но они крупно ловят на течении, на середине. У меня сегодня так прокатился, потому что обкаточка идет техники. Сейчас на дальняк все равно никуда нельзя. Ну и нагрузочки такой сильно не надо давать. Так, приятно, с полезным. Погода шикарная, тепло. Глубина всего лишь, не знаю, может сантиметров 30, если будет, и то хорошо. Я посмотрю. Сразу поклевка, ребят. С первого заброса. Кто-то дернул. Кто-то дыбданул. Сбил, что ли? Блин, я тут еще лунку почистил. Надо засыпать ее, да. Дырочку сделать маленькую. Чтоб не шугать. Слышно, пилы работают. Лес тайгу. Не рубите, говорит, мужики, не рубите. Тарарарарара. Сейчас прикормим, наверное, я думаю. Я взял такую штучку интересную. Где-то у меня. Сейчас соберем мелочь. Черная река. Братишка, спасибо за подгончик новогодний. Вкусняшку сыпану. Чуть-чуть. Прикольно пахнет. Так потихоньку будут набухать. Тонуть. Вот мелко. Мелочь скопится сейчас. Присел, короче. Ломануло стульчик. Но он уже просился давно. Я все ждал. Надо будет дома что-то придумать. Плетеночкой прошить. Ткань вроде есть дома хорошая. Ладно, на корточках что, не впервой. А на картах где-то не впервой. Сейчас забодяжим кашку. О, подошла рыбка, ребятки. Кто-то
дернул. Сначала прикормил, затишье было, а сейчас вот, ну, мелочь подошла. Это хорошо. Это хорошо. Мы не за рыбой, мы сегодня за живцом. Обкатываю коня своего железного. Ну и приехал в местечко одно. Кто-то в магазин ездит, покупает. А мы вот так. Вот. Первое есть. То, что надо. Живцовый нам размер. Ну, то, что я хотел, свеженького. Свеженького попробуем. Блин, без стульчика-то ножки затекают. Рыбку достал. Пахнет этим шоколадом. Ну, сейчас таким, если так будет брать, то наловим быстро. Можно, в принципе, вторую удочку поставить. Такую рыбу надо еще умудриться подсечь. Охренеть. Кто-то еще едет. Маленькую мормышку надо. Хрен знает, как ее подсекать. Вообще она такая. Да. Ребят, ну это не дело. Надо менять мормышку. Тульскую сейчас поставим. Живцовую. Вот такую дребиночку. И нормально. Живец будет наш. Посмотрим разницу. Маленькая, но она вольфрамовая, она тяжеленькая, все равно есть вес немножко. Сейчас сразу разница будет видна. Ну, сразу, ребят, пошло дело. Смотрите, видите, она почти глотает. С той мормышкой я бы замучился. Ребят, проблема исчезла. Одна за одной. Рыбка просто глотает ее. Не боится. Правда, червячка, конечно, насадить тяжеловато. Потому что крючочек маленький здесь. Но зато она и маленькая. Зато она дает эффект. Ну, проблем нету, ребят. Все. Красота. Ребят, вот так поставил, короче. Потому что этот, ну, ноги затекают все равно. Самое интересное, ребят, сейчас батарейка села. Штук 5 еще поймал, наверное. Плотва выходит все крупнее и крупнее. Только забрасываешь. Червя уже даже не поправляю жало.
Она вот так хватает просто и все. Так что все правильно сделал. Мормышечку перевязал. И все, машалла масть. Никогда не надо лениться, перевязывать. Веселуха. Живец клюет. Погода шикарная. За полчаса можно надубасить этой мелочи с запасом. Ну, мормышка, конечно, не для толстых пальчиков. Бульк. Прикормочка тоже сыграла, потому что изначально не поклевывала сильно. А сейчас только кидаешь, и она хватает. Мужики на течении тоже ловят, но они крупно ловят плотву. Там поводки надо делать, грузила ставить. А мы приехали за живцом, так что нормал. Чай хочу попить. Не дает. Азарт все равно делает свои вещи. Просто что ни на есть отборный живец. Парочку там таких попалось крупненьких. Остальная вот такая, то что надо. То, что надо. То, что доктор прописал. Правда, доктора у нас такие. Сейчас недавно в больнице был. Я, конечно, удивился от сервиса вообще. Базара ноль, в деревне живем, бля. Но нельзя же так к людям относиться. Аж смешно, бля. Дик-дик что-то там дергает потихоньку. Червячка вообще нету, там кусочек висит. Уже стесняется. Червя уже вообще нету. Просто нету. Так, пленочка висит маленькая. Оставляю, все равно берет. Устал сидеть на этом диване. Чайку попьем. На мужиков сходим, прогуляемся. Как да чего у них там? Вроде знакомый рядышком. Ништяк. Ну что, братва, ваше здоровье давайте. С прошедшими. Оп. Есть возня, да? Поклевывает. А что это отдельно лежит? А, все понятно. Ну, красивая рыбка, да? Привет. С прошедшими. Ну, вообще ход достойный выходит. Нормально. А я за живцом приехал. Так, чисто живца поймать. Там-то это одна за одной берет. Кусаная, что ли, да? Ну, щука, значит, и на речке гуляет. Ну вот, на течение хорошо берет. Крупная. Можно рыбачить. Ельца ловить. На миру надо звонить, значит. Ехать с ночевочкой. Стульчик меня вымораживает.
Порвался, надо сделать. О, шакля вообще. Шакель подошел. Верхоплавка. Она не живец. Она же не выживет сутки. Точно, ребят, смотрите. Вторая подряд. Короче, может тоже на середочку сесть. Так, ради интереса. Мормышки есть там у меня. Как его, удочка есть заряжена. На течение. А? Плотвичка. А бутылку уже поменять. Полная уже. Не знаю, Женька завтра хотел на Таежную речку ехать. Это бы можно было ему еще поймать. Ну, вроде собирается туда, но я не поеду. Это очень далеко. Техника пока у меня не готова. Дальнику надо обкаточку сделать. Туда-сюда. Так что, короче, Женька съездит на разведку, а потом посмотрим. На игрушку, ребят. Окунярик выскочил. Крупноват будет на живца. Оставим. Соседские коты тоже есть. У меня у мамки коты не едят. Ладно, надо перелить бутылочку, заправить. Кунек тут живой еще нет. Возьмем его тоже на живца. Штук 20-то есть точно. Водички добавим. Вторую сейчас надолбим, и можно ехать. На игру матросики клюют. Матросики. Ух ты. Куда ты, брат? Ты давай в кузовок. Матросики подошли. Что-то перекусить надо. Проголодался как будто. О. Матросики. Ну и окушка возьмем, что. Разведка доказала то, что и на окуня попадается. Так что нормально. Плотвичка. Ладно, что, перекусим. Брал с собой сальца немножко. Я как бы надолго не собирался. Чисто по живцу. Знал, что будет брать хорошо здесь. Беспроигрышный вариант. Конечно, не близко от дома, что пешком ходить. Сейчас с техникой проблем нету. Помидорки
сало, колбаска, помидорки черри. Чернявенький. Ну чё, собираюсь. Там ближе к дороге, к дому. Пробую пару лунок. У меня есть 2 полторашки вот такие. И утопим живца. Завтра уже соберемся и поедем. Потому что дома все равно плохо сохраняется. В речке он как-то лучше себя чувствует. Дерга сюда поставил. Ну вот, дело сделали. Можно и сжать. Че, ехаем? Еду, ребят, по Буранице. Сейчас хочу попробовать по такой болотистой местности травяной пройти. Посмотрим, как он будет себя поведет. Отлично просто. Просто огонь. Ну вот, ребятки, топить я не стал.
не стал заморачиваться. Есть такой способ еще у нас. Просто в тазик наливаем и в коридоре, ну допустим, прохладная температура. И сюда наши живчиков. Свет. Обязательно, ребят, вода должна быть холодная. Ну, в данный момент у меня ключевая вода — это колодец. Допустим, если взять из дома воду, то живец сварится, он не будет живить. Это уже проверено. А так, в принципе, сегодня ночью не холодно. Я думаю, до завтра дотянут.